И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. За многолетний и плодотворный труд и активную общественную деятельность президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил ордена Ахтзапша третьей степени ветеранам Великой Отечественной войны Алексею Шоне, Илье Ачба и Лаврентию Берадзе. Подробности в материале Рената Шакая. Президент поприветствовал ветеранов и поздравил их с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник, который действительно привнес в нашу жизнь очень многое. Вы те, кто прошел эту войну, страшную войну, ушли на войну совсем мальчишками. Ваши примеры, как раз ваш героизм послужил и тем, чтобы наши молодые ребята героически защищали свою родину. Вряд ли была бы сегодня возможность строить абхазское государство, если бы не было бы той победы тоже. Мы вместе все с вами выстояли и продолжаем строить наше государство, не сомневаясь в том, что у нас есть светлое будущее. Алексей Шоне пожелал главе государства успехов в нелегкой работе и благополучия всей стране. Илья Ачба отметил, что очень рад встрече и поблагодарил президента за внимание. Лаврентий Берадзе выразил благодарность президенту, а также кабинету министров, посольству Российской Федерации в Республике Абхазия, руководству Союза ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии и главе администрации Галского района за высокую оценку его вклада в дело защиты Родины. Хочу поблагодарить восстановление, развитие народного хозяйства Республики Абхазии, сохранение его красоты, надо его беречь. Ветераны Великой Отечественной войны Алексей Шоне, Илья Ачба и Лаврентий Берадзе награждены орденами Ахтзапша третьей степени за многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность. Рената Шакая, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Забор в парковой зоне возле детского сада в Пицунде демонтирован. Участок земли будет снова возвращен. Соответствующее указание дал глава государства Рауль Хаджимба во время последнего инспекционного визита в Пицунду. Тему продолжит Саресмар. Приехав на место, наша съемочная группа лично убедилась в том, что забор в парковой зоне недалеко от детского садика демонтирован. Об этом соответствующее указание дал президент Рауль Хаджимба во время последней инспекционной поездки в Пицунду. Вся эта территория считается парковой зоной, и строительство на этом месте запрещено. Поручение президента было выполнено в течение нескольких дней. Также глава государства дал поручение вернуть этот участок земли детскому саду. Он относился к дошкольному учреждению, но несколько лет назад по неизвестным причинам перешел в частное владение одного из жителей Пицунды, который планировал строительство гостиничного комплекса. Этот участок земли будет снова возвращен детскому саду. По прилегающей территории сегодня как раз председатель правительства заверил нас, что в ближайшее время будет решение о возвращении этой территории садику, после чего, собственно, мы поэтому не могли проводить здесь никаких работ. После того, как будет это решение уже официально принято, мы приступим к строительным работам. Здесь, на этой территории, будут только игровые площадки. Реконструкция детского сада в Пицунде началась еще в апреле прошлого года. На сегодняшний день строительные работы здесь практически завершены. Здание рассчитано на 120 детей, отстроено практически заново и в соответствии со всеми требованиями правил безопасности. По словам работников, внутри помещения осталось только провести электричество и установить мебель. Основная часть работы, которую планируется завершить более чем через 2 месяца, это благоустройство двора и установка детских площадок. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной и Отечественной войны и Отечественного народа Абхазии прошла в посольстве Российской Федерации. Для ветеранов постарше эта встреча больше похожа на аудиенцию с собственной юностью. В канун очередной годовщины ветераны вспоминали своих фронтовых друзей и поздравляли друг друга с Днем Великой Победы. В военное время подвиги друзей однополчан вспоминали в этом зале. Здесь собрались ветераны 2 войн. Самой кровопролитной в современной мировой истории и нашей, отечественной. И тем и другим есть что вспомнить. Тяжелый военный путь ради одной цели – спасения будущего от жестокого и беспощадного врага.
Очень важно, что традиции сплоченности и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями, и сегодня составляют прочную основу для развития союзнических отношений между нашими странами. Прошу передать всем абхазским ветеранам самые искренние поздравления, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни. С уважением, Владимир Путин. Каждый народ празднует свой исторический подвиг, лучше всего выражающий его суть. Для народа Абхазии День Победы 30 сентября. Но есть праздник, который объединяет нас всех, от мала до велика, без границ и национальностей. В День Победы 9 мая мы празднуем подвиг, в ходе которого советский народ своей мощью спас от гибели и рабства без малого весь мир. Нас всех и еще десятки будущих поколений. Праздник Победы по существу является праздником жизни, за которое было отдано десятки и десятки миллионов жизней, чтобы жили мы, чтобы жили ваши дети и внуки. Трудно в словах передать все те эмоции и чувства благодарности, которые вы достойны. Вот спасибо вам за наш мир, который состоялся благодаря вашей победе. А нам всем, друзья, я пожелаю, чтобы мы жили дружно и дорожили нашим миром и нашей свободой. Такой формат встречи уже много лет как стал традиционным, и все это благодаря организаторам Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии и компании «Амобайл». Встреча ветеранов двух войн стала уже доброй традицией. Компания «Амобайл» стояла у истоков этого проекта. Мы каждый год с особым трепетом ждем это мероприятие, ждем встречи с нашими дорогими ветеранами. В одной войне участвовали наши деды и прадеды, во второй – наши отцы. Мы ценим каждый прожитый день рядом с вами. Мы помним и чтим ваш подвиг. Искренне верим, что следующим поколениям не придется защищать интересы своего государства с оружием в руках. Спасибо вам, наши дорогие ветераны. Спасибо за наше мирное небо. Каждому из вас желаем здоровья и долгих лет жизни. С наступающим вас праздником! Мероприятия сопровождались песнями военных лет, такие знакомые и дорогие сердцу. На лицах ветеранов было легкое волнение и радость. И это неудивительно, ведь песни и мелодии их молодости, отважного героического пути трогают сердца и сегодня. Длинною носится с пылью, справа поворот, осторожней шофер. Как-нибудь дотянем последние мили, верный друг, надежный товарищ шофер. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и газ такой, чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Нисфа Аршпа, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. План праздничных мероприятий в Сухуми, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, утвержден мэрией столицы. О нем нашему телеканалу рассказала начальник управления культуры и администрации Сухума Наала Хашик. В 10 часов памятника неизвестному солдату начнется возложение цветов памятнику. В 10:30 будет проведен митинг. Там же будет располагаться полевая кухня. Ее организуют совместно с Министерством обороны, с Управлением экономики и администрации города Сухум. В 12 часов пройдет торжественный маршем, пройдут подразделения Министерства обороны Республики Абхазия. И после торжественного марша, это уже традиция, пройдет колонна Бессмертного полка. В 15 часов мы вас уже ждем у колоннады, будет праздничный концерт. Будут петь наши любимые военные песни той войны, Великой Отечественной войны. И поют наши певцы, учащихся музыкальной детской школы искусств и музыкального училища. Всех просим, приходите, добро пожаловать. Взгляд на войну женскими глазами. Отважная летчица Мэри Авицба не только достойно прошла все испытания войны, но и после ее окончания не оставляла общественную деятельность. Легендарную абхазскую летчицу вспоминали в родном районе.
Бесстрашную Мэри Авицба, прославившую своим героизмом Абхазию в годы Великой Отечественной войны, вспоминали в Сухумском районе. Штурмовая группа ночных бомбардировщиков гвардии лейтенанта Мэри Авицба, летая на одномоторных самолетах У-2, бомбила немецкие войска в Крыму, Белоруссии, Польше в 1942-43 годах, а позже в 1944-1945 воевала в составе 4-й воздушной армии на Северокавказском, 4-м украинском и 2-м белорусском фронтах. Самолеты У-2 летали ночью. Базировались они в нескольких километрах от линии фронта. Взлетно-посадочная полоса им нужна была небольшая, всего метров 200. Мэри Авицба совершила 477 боевых вылетов, сбросила на фашистов 63 тысячи килограммов смертоносного груза. В этом году, как вам известно, исполняется 100 лет со дня рождения Мэри Хафизовны Авицба, которая добровольцем в юном возрасте ушла на фронт, и она в абхазском народе и в памяти вообще советского народа вписала свое имя на долгие годы. Бойцы, представители Абхазской республики в Красной армии отличались особой отвагой. Такие представители нашего народа, как Владимир Пачуля, который повторил подвиг Матросова, Кязым Агырба, который также, в свою очередь, показывал чудеса храбрости и отваги, направляя свой горящий самолет на вражеские подразделения. Родина высоко оценила героические подвиги гвардии лейтенанта Мэри Авицба и наградила ее орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией. Все выступавшие с гордостью вспоминали героический подвиг этой женщины, которая, будучи раненой в позвоночник, продолжала летать, пока силы не покинули ее. Серьезное ранение лишило Мэри Авицба здоровья. Она провела 8 долгих лет в больницах Москвы. Полностью оправиться ей не удалось. Однако, несмотря на это, она занялась общественной деятельностью, работала в Сухумской 10-й средней школе. Спасибо вам за подвиг и за смелость, за то, что вы закончили войну, за то, что ради нас, детей, сумели отвоевать свободную страну. Улыбки светят, прочь уходят беды. Медали на груди горят огнем. С 9 мая, с праздником Победы, с еще одним счастливым мирным днем. В этом зале также чествовали 2 ветеранов Великой Отечественной. Каждый из них прошел свой героический военный путь. За добытый ценой миллионов жизней мир и будущее ветеранов благодарили и желали долгих лет. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение. Православные Абхазии отмечают День Святого Георгия Победоносца. С древних времен его чтили как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. В честь Святого Георгия возводили монастыри, храмы и слагали легенды. Сочетание христианской святости и воинской доблести сделало Георгия образцом средневекового воина-рыцаря, защитника и освободителя. В нашей стране имя этого великомученика очень почитаемо. 3 храма в Сухуми, Мархиуле и Илоре носят имя святого. Престольный праздник в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Сухуми отмечают уже 8-й год. На храмовом празднике побывали и наши корреспонденты. Нисфаршпа продолжит тему. Святой Георгий, небесный покровитель православного воинства, очень почитаем в христианском мире. Имя Георгия Победоносца носят многие храмы, издревле воздвигаемые в честь воинских побед и событий. В этот день во всех храмах проходят торжественные службы в честь святого заступника земли. Своей верой в Бога, верой в Христа, готовностью отдать свою жизнь за Христа. И вот как раз вот эти вот слова, я бы хотел, чтобы все наши, так сказать, прихожане, все наши, те, кто сейчас меня слушает, они бы вот это четко поняли, что святый великомученичек Георгий – это наш покровитель. И мы должны подражать ему не только его почитанием, но и своими делами и пытаться стать вровень с ним.
Храбрый воин Георгий жил в Римской империи, был воспитан родителями в христианской вере. Гонитель христиан, император Диоклетиан, приказал ему отречься от Христа, а когда Георгий отказался, то велел подвергнуть его мучениям. Мужественный воин выдержал все пытки и остался верен христианству. И тогда по приказу императора 23 апреля, 6 мая по новому календарю 303 года его казнили. С тех пор святой Георгий считается совершенным примером чести, доблести и отваги. Все мы своей жизнью, своими делами должны подражать жизни святаго великомученика победоносца Георгия. Ведь, понимаете, у него было все в мирском плане этого слова. А он предпочел мученическую смерть за Христа. Самое известное чудо святого Георгия – это освобождение царевны и победа над дьявольским змеем. Произошло это в окрестностях ливанского города Ласии. Местный царь платил ежегодную дань чудовищному змею, жившему среди ливанских гор в глубоком озере. Ему ежегодно отдавали на съедение одного человека. Однажды отправиться на съедение змею жребий выпал дочери самого правителя, девушке, веровавшей во Христа. Царевну привели в логово змея, и она с плачем стала ожидать ужасной смерти. Внезапно пред ней предстал воин на коне, который, осенив себя крестным знамением, поразил копьем змея. Вместе с девушкой Георгий явился в город, спасенный им от страшной дани. Язычники приняли победоносного воина за неведомого Бога и стали воздавать ему хвалу, но Георгий объяснил, он служит Иисусу Христу. Слушая исповедание новой веры, множество горожан приняли крещение. От этого чуда берет начало образ Георгия Победоносца, победителя зла. Верующие молятся Георгию Победоносцу, просят у него хорошего урожая, защиты от зла и нечистой силы, удачи на охоте. Сотни людей в этот день съезжаются к святыне, чтобы поклониться образу святого великомученика. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвозава примет участие в предстоящей гонке Кубка России Midget-2L на автодроме в Сочи 19 мая. Турнир Кубка России Midget-2L будет проходить в 6 этапах. В его рамках спортсменам предстоит побороться за первенство на автодромах Сочи, Москвы и Казани. В этом году финансовую поддержку молодому спортсмену для участия в гонках оказала сотовая компания «Аквафон», для которой поддержка молодых и талантливых людей всегда в приоритете. По словам Дмитрия Гвозава, предстоящий турнир будет нелегким. 19-20 мая – это первый этап Кубка России, где меня поддерживает компания «Аквафон», «Амуробанк» и РНТК. Я им за это очень сильно благодарен, то, что они верят в меня. Надеюсь оправдать их надежды и отстоять звание обладателя Кубка России. Я подготовлен намного лучше, чем в прошлом году, но и состав пилотов тоже очень сильно в этом году. Их и больше, да, будет где-то около 22 пилотов стоять на стартовой решетке. Плюс мой тренер выступает, плюс еще куча народу, профессиональных спортсменов, с которыми будет тяжело бороться, но меня это не пугает. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем 17-19 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.